Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады всех приветствовать на онлайн-площадке пресс-центра информационного агентства России ТАСС. И наша пресс-конференция посвящена старту проекта по разработке мастер-плана города Якутск, столицы Республики Саха-Якутия. Я с удовольствием представляю всех участников сегодняшней пресс-конференции. Приветствую, конечно же, Якутск. Вместе с нами глава республики Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Также рад представить главу города Якутска Евгения Григорьева. Евгений Николаевич, приветствуем вас. Добрый день. Также представляю с огромной радостью главного архитектора Якутии, руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия Ирину Алексееву. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Вместе с нами заместитель генерального директора Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Михаил Керемясов. Михаил Николаевич, добрый день, приветствуем вас. Также вместе с нами на связи заместитель генерального директора Дом РФ Антон Финогенов. Антон Владимирович, здравствуйте, приветствую. Доброе утро вам, Москва. В Москве еще утро, в Якутии уже день в полном разгаре. Также представляю директор Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталия Алтабаева. Виталий Владимирович, доброе утро, здравствуйте. И здесь, в пресс-центре ТАСС, соучредитель группы компаний «Центр» Сергей Георгиевский. Приветствую, доброе утро. Итак, уважаемые друзья, мы уже не раз представляли здесь на нашей площадке различные конкурсы по созданию мастер-плана. Вообще понятие мастер-план появилось в России еще в 2010 году благодаря голландскому урбанисту Кейсу Кристиансу, чья компания разрабатывала план пространственного развития города Перми. Мастер-план – это такой очень важнейший документ стратегический, в основу которого потребности человека и бизнеса. При разработке мастер-плана определяются основные направления экономического развития города или села, или целого региона, планирование транспортной инфраструктуры с учетом интересов и пожеланий населения. Кроме учитываются также национальные, культурные особенности, те традиции, которые есть в том или ином регионе. И нужно сказать, что в августе 2021 года между правительством Республики Саха-Якутия и Дом РФ было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития территории города Якутска. И в рамках реализации этого соглашения будет проведено исследование, комплексная оценка потенциала развития территории города Якутска. И будет проведен, конечно же, уже традиционный открытый конкурс. Он будет всероссийский на разработку мастер-плана города Якутска. Нужно сказать, что инициаторы – это правительство Республики Саха-Якутия в лице управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, а партнеры – это некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия» и Дом РФ. Оператором конкурса и разработчиком исследований выступит агентство стратегического развития «Центр». Это вот вся вводная информация, уважаемые коллеги. Я знаю, что вы уже используете чат, созданный специально для журналистов. Вопросы уже поступают. Он по-прежнему к вашим услугам, присылайте ваши вопросы, мы их озвучим. Ну а сейчас я хотел бы передать слово главе Республики Саха-Якутия Айсену Николаеву. Айсен Сергеевич, пожалуйста, речь идет о республиканской столице, и мне кажется, что, конечно, та работа, которая предстоит сделать, она имеет огромное значение для всей республики и, наверное, даже для развития всего Дальнего Востока. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Рад присутствовать на сегодняшней пресс-конференции. Безусловно, вот то, что президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на последнем Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре, дал старт программе обновления городов Дальнего Востока и при этом подчеркнул, что в центре внимания должен быть человек и его потребности, комфортные условия для жизни, развития, для реализации свежих идей и инициатив, как раз это послужило, наверное, служит, точнее, таким, знаете, фундаментом для проведения данного конкурса. Безусловно, Якутск, с одной стороны, старейший город Дальнего Востока и Восточной Сибири, он в следующем году будет отмечать свое 390-летие. С другой стороны, сегодня Якутск является единственным крупным урбанистическим центром на огромной территории северо-востока страны, площадью порядка 4 миллионов квадратных километров. И, конечно же, инициативу президента мы воспринимаем как возможность открытия новой страницы жизни нашего исторического города.
Якутск – один из самых динамично растущих городов страны. В 2020 году здесь жило еще менее 200 тысяч человек, порядка 195 тысяч. Но вот мы с Сергеем Николаевичем ждем результаты переписи. Явно будет больше 350, ну, меньше пока еще, чем 400 тысяч. То есть немногим за 20 лет, больше 20 лет город вырос по населению, ну, почти на 80-90% точно. При этом, конечно же, Якутск, как и многие дальневосточные города, да, наверное, города всей нашей страны российские, они многие десятилетия развивались без долгосрочного планирования, без учета изменений, без учета вызовов, которые стоят перед городами на тех или иных этапах их развития. В итоге как раз вот 90-е, 2000-е, нулевые годы очень сильно вырос дисбаланс между потребностями жителей и состоянием социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, качеством жилья, общественного пространства. Первую стратегию социально-экономического развития города, направленную как раз на решение этих проблем, мы тогда ее сделали на период до 1932 года, она была утверждена у нас в 2013 году. При этом она достаточно широко обсуждалась. Это, знаете, ну, не скажу, что это был прообраз мастер-плана, но что-то похожее уже к таким подходам к формированию как раз развития городов на основе мастер-планов мы в этой стратегии заложили. Я тогда был еще главой города Якутска. Безусловно, за эти годы, основываясь на этой стратегии, Якутск вышел на новый уровень. Мы реально улучшили качество уличной дорожной сети. Мы построили значительное количество школ, детских садов, снесено огромное количество аварийного, ветхого жилья, внедрены новые подходы к появлению и благоустройству общественных пространств. Позитивные изменения есть, они уже необратимы. Вместе с тем, конечно же, мы сейчас должны предложить населению еще более амбициозную миссию для Якутска, для того, чтобы и горожане более активно участвовали в развитии города, а с другой стороны, чтобы вот эти изменения шли еще более быстрыми темпами, становились более эффективными и качественными. Я в сентябре месяце подписал указ о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период до 1932 года, и там основной миссией Якутска мы определили, что это должен быть лучший для жизни человека город в мире на вечной мерзлоте к 1932 году. Соответственно, вот как раз мастер-план Якутска станет флагманским проектом для реализации тех масштабных мероприятий, которые у нас этим указом предусмотрены. Я очень рад сегодня давать старт всероссийскому конкурсу. Я благодарен Институту развития Российской Федерации Дом РФ, с которым мы подписали соглашение, и в рамках него 50 на 50, вот наш целевой фонд будущих поколений, Дом РФ профинансирует данный конкурс. Всего затраты составят 28 миллионов рублей. Будет проведено глубинное исследование, анализ действующих документов стратегического характера, территориального планирования города, состояния социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. И, конечно, вот итогом исследования в итоге станет задание для конкурсантов, разработчиков мастер-плана. Следующим этапом уже станет определение финалистов. Я так понимаю, 3 лучшие команды у нас должны быть определены. Ну и в мае 2022 года мы надеемся, что уже окончание работ будет достигнуто. И я очень надеюсь, что по результатам вот такой работы по созданию единой концепции развития города Якутска, мастер-плана, мы создадим мастер-план, который уже на следующем Восточном экономическом форуме 2022 года мы представим на суд уже жителей всего Дальнего Востока, гостей форума, в том числе и президента нашей страны. В целом, конечно же, для создания вот хорошего мастер-плана мы обязательно будем привлекать общественность города, жителей города, да и не только города Якутска, но и всех жителей нашей республики, для того, чтобы они понимали, разделяли идеи и соучаствовали в появлении будущего для столицы нашей республики. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Айсен Сергеевич. Ну и вы сказали о том соглашении, которое подписано с Домом РФ, и сразу передаю слово заместителю генерального директора Дома РФ Антону Финогенову. Антон Владимирович, пожалуйста, в чем смысл и главная цель этого соглашения? Как вы видите эту работу? Здравствуйте, коллеги. Рад видеть Айсен Сергеевич, Михаил Владимирович. Все знакомы. Ну, для фонда Дом РФ крайне важно поддерживать те проекты, которые потом будут реализовываться. Где, если не в Республике Саха-Якутия, в Якутске, как уже
Арсений Сергеевич сказал, действительно самый быстро развивающийся город не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и в России в целом. Это Якутск. И здесь мы абсолютно уверены, что мастер-план будет документом не бумажным, а документом, который, собственно, необходимо будет в ближайшие 5-7 лет воплощать в жизнь. Конкретные проекты, как благоустройство, озеленение, так и комплексного строительства. Поэтому в рамках соглашения с республикой мы предусмотрели не только вопросы, связанные с поддержкой разработки мастер-плана, но и дальнейшие шаги по сотрудничеству в части реализации проектов комплексного строительства, не только жилищного, но и многофункционального, что крайне важно на территории столицы республики, города Якутска. Что еще важно? С нашей точки зрения, задача разработки мастер-плана в рамках открытых конкурсных процедур, причем конкурсных не в смысле 44-го федерального закона, а как раз в прямом понимании этого слова, когда несколько компаний могут не только продемонстрировать свое портфолио, но и потом продемонстрировать альтернативные концепции. И здесь важный момент, что как раз много стало в последние годы конкурсов на архитектурные проекты, на локальные пространства, но еще крайне не хватает конкурсов на стратегические проекты, на мастер-планы, а мастер-план, он отличается от генплана тем, что фактически это одновременно и концепция генерального плана города и стратегия социально-экономического развития, то есть симбиоз градостроительного и экономического видения будущего. А это, собственно, и основа качественного пакета дальнейших проектов. Если они базируются на комплексном решении, то, собственно, и все оставшиеся шаги, они проходят уже вдумчиво и системно. Поэтому важно, что данный конкурс, он поддерживает и развитие фабрик мыслей в сфере стратегического развития городов. Что говорить, пока этот рынок не очень развит в нашей стране, и, конечно, то, что проводится такой конкурс, это сигнал всем проектным институтам, что этой темой нужно заниматься, она стратегически важна. И тем более, действительно, в сентябре появилось поручение президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума, где как раз этот подход разработки мастер-планов для крупнейших городов Дальнего Востока поддержан на самом высоком уровне. Поэтому здесь фактически республика может выступить таким определенным трендсеттером, показать, что мастер-планы нужно разрабатывать в том числе на базе вот таких открытых конкурентных процессов. И что еще более отрадно, действительно перед конкурсом будет проведена еще и аналитическая работа, то есть все конкурсанты получат четкое прагматичное ТЗ, отталкивающее от реальной ситуации. Потому что очень часто у нас любят проектировать на пустом листе. А это недопустимо, потому что население, как правильно Арсений Сергеевич сказал, очень тонко чувствует, когда проекты становятся фантазийными, оторванными от реальной действительности. И то, что вот Центр, агентство проведет исследование и сформирует техническое задание, учитывающее все особенности территории, это тоже крайне важно. Поэтому мы рады быть в центре важных не только республиканского уровня, но и федерального уровня процессов. Всегда будем республике помогать и поддерживать ее инициативность и прогрессивность. Спасибо. Спасибо, Антон Владимирович. Вот вы как раз сейчас сказали о той важности, которая, естественно, всеми понимаемо при проведении этого исследования, комплексное исследование, комплексная оценка потенциала развития территории городского округа города Якутск. И поэтому передаю слово главе города Евгению Григорьеву. Евгений Николаевич, пожалуйста. И мне кажется, что как раз, наверное, хотелось бы узнать, вот что вы, как глава города, ждете от этого исследования? Какие для вас акценты будут в нем, наверное, первостепенны? Добрый день, уважаемые друзья. Очень рад такой возможности принять участие в разработке такого значимого документа, подхода для нашего города. Вот в продолжении тезисов, высказанных Арсением Сергеевичем, хочу сказать, вот действительно у нас сегодня назрела
следующая ситуация, которая конъюнктура сама ведет к тому, что нам необходимо определить уже каким образом существующая стратегия развития города Якутска будет наложена на конкретные карты. И здесь отличие, наверное, основное, которое вызывает вопрос, вот есть генеральный план и есть еще мастер-план. В чем их различие? Так вот, генеральный план нам говорит в основном, что будет делаться, и нормативный документ, который разработан профессионалами для профессионалов. А мастер-план – это документ, который в основу себя отвечает на вопросы что, кто, зачем и как. С точки зрения вовлечения соучастного проектирования сообществ, людей, он, конечно, позволяет сегодня наложить эту стратегию, которая вот была закреплена в указе Айсена Сергеевича по стратегическому развитию города, она носит большую значимость. Да? Поэтому мы уже сегодня, как вы сказали, у нас ведется работа агентством «Центр». Довольно обширная группа у нас сегодня работает, экспертов в городе Якутске, для формирования правильного технического задания, где учитываются все мнения стейкхолдеров, заинтересованных сторон. Вместе с тем хотелось бы отметить значимость для нашего города, обоснованную действующим законодательством. Сегодня у нас внесены изменения в градостроительный кодекс, отдельная 10 глава о комплексном развитии территорий, которая сегодня возможна при наличии мастер-плана. Для города Якутска комплексное развитие территории – это один из выходов и важнейший инструмент в решении вопроса существующего с расселением оставшегося ветхого аварийного фонда, так как у нас сегодня город Якутск еще и обременен множеством зон с особым использованием территорий, поэтому привлечение экспертов и институтов в разработку мастер-плана позволит решить этот вопрос в сложных существующих задачах. С точки зрения дальнейшего важности этого исследования, безусловно, сегодня приведу несколько цифр, которые обозначат важность. Да, как сегодня обозначил Айсен Сергеевич, наш город действительно очень быстро растет. Вместе с тем у нашего города по возрастному составу наш средний возраст чуть более 30 лет. Соответственно, существующая нагрузка на социальную инфраструктуру, она может только увеличиваться. То есть мы один из немногих субъектов по стране, а по Дальнему Востоку единственный, который имеет естественный прирост населения. Безусловно, большой вклад в этот прирост дает город Якутск. Поэтому, учитывая все эти факторы, сегодня мастер-план будет являться тем визуализацией стратегии, которая сегодня избрана городом Якутском, направлена она, безусловно, на человекоцентричность и уже будет основана в реализации конкретных строительных проектов благоустройства города. Город Якутск сегодня это город чисто постиндустриальной экономики. Наше дальнейшее развитие возможно только при реализации человеческого капитала. Соответственно, мы сегодня должны это все понимать, и отрадно то, что сегодня мастер-план позволяет все эти тезисы вложить в основу территориального планирования и развития города Якутска. Буду очень рад лично принимать участие в столь значимом событии для города Якутска. И благодарю всех за предоставленную возможность, за Дом РФ, за возможность реализовать все это в городе Якутске, и Министерство за участие, за особое внимание городу Якутску. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Евгений Николаевич. Конечно, у каждого города есть свое лицо, есть свой образ, есть свой стержень, и в том числе, конечно, какой-то культурный код. Мне повезло быть в Якутске в 2015 году, и город произвел у меня такое интересное, очень оригинальное абсолютно впечатление, то есть отличается от многих городов России. И передаю слово Ирине Дмитриевне Алексеевой, главному архитектору города. Ирина Дмитриевна, пожалуйста, расскажите, какие, может быть, такие ключевые точки, ключевые смыслы, которые есть в Якутске, вы считаете важным сохранить или, может быть, наоборот, еще больше усилить при разработке мастер-плана? Приветствую участников пресс-конференции. Действительно, сегодня важнейшие события в истории города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия. Если говорить об архитектуре, как сказал Айсен Сергеевич, сейчас многие жители республики и города Якутска очень часто озвучивают запросы именно на идентичность, на какую-то самобытность нашего города. И, конечно же, в качестве пожеланий для участников Всероссийского открытого конкурса
В нашем техническом задании, наверное, будут какие-то предметные пункты касаемо этой части. Мы действительно сейчас в городе Якутске делаем довольно-таки много интересных проектов по общественным пространствам. Нами разработан дизайн-код для города Якутска, но они как бы немножечко отдельно все разработанные проекты. И вот как раз в составе мастер-плана у нас в поручении, Айсен Сергеевич, ваше есть, разработать также систему общественных пространств, систему, связанную между теми точками роста, которые мы по итогам исследования в самом техническом задании должны будем определить. Так называемый принцип Парето гласит о том, что сегодня у всех городов есть проблема с нехваткой бюджетов, и когда мы говорим, как же определить приоритет развития той или иной сферы, очень важно выделить именно те территории, границы тех территорий, на которые необходимо выделить 20% территорий, на которые необходимо выделить 80% внимания. Это и обеспечение инфраструктурой транспортной, коммунальной, социальной. Соответственно, все запросы, которые сегодня идут от наших застройщиков, от правообладателей крупных земельных участков, от самих жителей, они при принятии решений о том или ином развитии города должны, конечно, быть прежде всего сбалансированы. Именно в этом задача заключается мастер-плана. И мы более чем уверены, что именно такой масштаб, формат всероссийского конкурса, когда мы привлечем сильнейшие силы, архитектурные кадры, аналитические кадры, экспертов со всей страны, позволит получить проработанный, очень профессионально на высоком уровне документ, который позволит нам визуализировать наши стратегии. Кроме этого, я еще хотела сказать о том, что в этом году у нас на самом деле очень хорошая связка вырисовывается при помощи Института развития Дом РФ. Буквально совсем недавно мы, команда города Якутска, во главе с Евгением Николаевичем приняли участие в 1,5-годовой образовательной программе управленческих команд 100 городов России. И именно там очень подробно, как раз в связке от региональных властей, от муниципальных властей обсуждали развитие нашего города, определяли ставку развития. И параллельно у нас в городе Айсен Сергеевич издал указ о социально-экономическом развитии города. И лично я сегодня как архитектор вижу практически визуализацию тех положений указа, которые у нас сегодня есть. У нас есть программные документы, у нас есть стратегии, но сегодня именно жителям, людям обычным не очень понятно, каким же образом будет развиваться город. Всегда люди задают вопросы, а как будет там, что будет строиться в этом квартале, в том квартале. И именно мастер-план позволит еще и визуализировать все эти наши планы и плюс обеспечить именно финансовыми моделями реализации, инструментами, которые позволят обеспечить экономическую эффективность всех планов города Якутска. Поэтому сейчас хотела бы пригласить к участию, к широкому участию желающих городских сообществ, застройщики, люди, которые болеют за город. Вы сейчас как раз имеете возможность озвучить ваши пожелания, ваши инициативы. И мы, рабочая группа, которая создана по разработке мастер-плана, в рамках исследования все эти инициативы аккумулируем для того, чтобы разработать действительно необходимый для жителей мастер-план города Якутска. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна. Благодарим вас. И сразу передаю слово Михаилу Керемясову, заместителю генерального директора Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Фонд является партнером во всей этой большой работе. Михаил Николаевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Кому-то с добрым утром, кому-то добрый вечер. Масштаб страны такой, что есть возможность сразу сказать и с добрым утром, и с добрым вечером. Да? Про важность этого документа, про его актуальность сегодня спорить не будем. Да? Это действительно очень нужный документ для градостроительного развития всех населенных пунктов, всех городов нашей страны, в том числе, конечно же, столицы нашей республики. И учитывая всю необходимость разработки такого нового для градостроительной политики документа, как мастер-план, мы включили в планы финансирования фондом
работу по разработке вот мастер-плана именно города Якутска. Так, ну, коммерческие предложения, которые мы запросили, показали, что это новое направление деятельности, очень финансово емкое. И вот действительно, благодаря именно Дому РФ мы сегодня имеем возможность полностью, значит, профинансировать вот это наше мероприятие. Зачем мы очень выражаем большую благодарность Дому РФ. И сегодня мы в результате конкурсного отбора заключили договор с нашим давним партнером, с агентством стратегического развития «Центр». Мы с ним уже неоднократно работали. Опыт предыдущих работ показывает, что этот наш партнер обладает очень большим опытом, можно сказать, на территории нашей страны. Наш проект парка будущих поколений в городе Якутске, который был отобран, опять же, на основе конкурсов, который был организован и проведен Центром стратегического развития «Центр», сегодня уже начинает реализовываться. Мы приступаем непосредственно к строительству. Проект завоевал очень много там наград, как всероссийских, так и международных на архитектурных конкурсах. Поэтому мы уверены, что и на этот раз наш агент, наш партнер агентства стратегического развития также, значит, очень профессионально организует и проведет вот этот архитектурный всероссийский конкурс по разработке мастер-плана города Якутска. Сегодня, значит, уже приехали к нам в город рабочая группа центра. Они сегодня, вот буквально час назад мы встречались в стенах нашей мэрии с ними, обсуждали установочную сессию, провели, обсуждали контакты и так далее. И я думаю, что работа наша увенчается успехом, и мы получим то, что мы и ожидаем от всех. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Ну и сейчас мне бы хотелось передать слово заместителю, прошу прощения, директору Департамента развития приоритетных направлений Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Виталию Алтабаеву. Виталий Владимирович, мы рады, что вы с нами. Вопрос, наверное, такой, какую роль вообще Якутск играет в развитии территории Дальнего Востока и как этот мастер-план будет дальше вписываться в ту стратегию развития Дальнего Востока и арктической зоны. Спасибо, Андрей. Добрый день, Александр Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хочу подтвердить важность и актуальность этого мероприятия. Отвечая на ваш вопрос, Андрей, хочу напомнить, что республика у нас – это самый большой субъект Российской Федерации, ну и, соответственно, столица субъекта занимает особую роль в реализации госполитики в этом направлении. О госполитике, наверное, неоднократно уже эти фразы повторялись, но скажу еще раз, что и министерство, и все подведомственные учреждения в первую очередь перед собой ставят цели по закреплению и привлечению населения в регион. При этом параллельно с этим повышая уровень и качество жизни этого населения, то есть создание комфортной среды, общественных пространств, досуговых каких-то центров и так далее и тому подобное. Учитывая частоту наших встреч на подобных мероприятиях, в том числе с Антоном Афиногеновым, Георгиевским, Сергеем, я твердо могу заверить, что вопрос человеческого капитала на сегодняшний день – это первый вопрос в целом в инвестполитике, в ДФО. И мы уделяем этому особое внимание. Ну и добавлю, пожалуй, что республика первой приступила к реализации поручений президента по результатам ВЭФа. Министерство в настоящее время организовывает эту работу, формирует все подходы. Республика уже начала делать мастер-план, то есть одной из первых будет флагманом в этой работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Владимирович. И слово Сергею Георгиевскому, главе агентства развития «Центр».
И, наверное, сейчас вот как бы очень много таких очень важных слов прозвучало, да, мы понимаем ту роль, то значение, которое имеет эта работа. Но теперь дальше, наверное, об этапах, потому что, естественно, без организации всей этой работы, без четкого понимания, когда что делается, тем больше сначала комплексная оценка, да, а потом уже конкурс, и как этот будет конкурс происходить, и уже вот сразу прямо озвучу вопрос, Сергей, на что в первую очередь будут обращать внимание при приеме заявок на конкурс и кто может принять участие? Вот уже такой вопрос поступил, но обо всем по порядку, пожалуйста. Большое спасибо, коллеги. Действительно, прямо сейчас, одновременно с стартом нашего проекта, большая делегация экспертов уже работает в Якутске. Сегодня они уже успели утром по якутскому времени провести целый ряд встреч и продолжить делать это на протяжении достаточно большого периода. Наша задача не только привнести федеральную экспертизу, но также максимально вовлечь местных экспертов в создание того исследования, о котором уже было сказано. Комплексная оценка потенциала развития территории города Якутска, безусловно, не может осуществляться без межотраслевого подхода в этой работе и без объединения местных региональных экспертов с экспертами из Москвы, с федеральными экспертами. Именно это мы и собираемся сделать, и мы очень надеемся, что крупнейшие институты, научные институты развития Якутии поддержат нас в этой инициативе, и вместе нам удастся сделать то исследование, которое действительно продемонстрирует максимальный потенциал и возможности для мастер-плана города Якутска. Наше исследование будет состоять из 3 блоков. Это социально-экономическая составляющая, градостроительный потенциал и ключевые направления комплексного развития. Вы можете видеть на презентационном слайде раскрытие каждого из этих направлений. Безусловно, это только малая часть той работы, которая будет проведена, но действительно очень важно, что в основу будущего конкурса ложится качественная, профессиональная, комплексная аналитика, что позволит нашим командам не тратить время на сбор и анализ исходных данных, а сразу же приступить непосредственно к разработке ценных для Якутска, для его мастер-плана предложений. В этой работе мы, безусловно, будем активно также сотрудничать на каждом шаге с представителями органов исполнительной власти в лице правительства республики, в лице окружной администрации города. Мы очень рассчитываем на методическую поддержку и содействие такого института развития, как Дом РФ, с которым мы уже не первый раз сотрудничаем в рамках вопросов мастер-планирования. И, конечно же, эта работа невозможна без целевого фонда будущих поколений, с которым действительно пройден уже немалый путь, и эксперты которого также активно принимают участие в этой работе. Наш конкурс носит открытый характер, поэтому Open Call позволяет любой команде подать свою заявку. Он также является всероссийским, неважно в какой географической локации находится бюро или разработчик, и двухэтапным. Это уже традиционный формат, когда на первом этапе мы отбираем лучших, и эти лучшие продолжают во втором этапе непосредственную разработку. На первом этапе мы ждем участников среди профессиональных организаций в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры и проектирования. Осуществление деятельности на территории России обязательно, и мы, безусловно, будем уделять большое внимание в ваших портфолио именно реализованным проектам на территории Российской Федерации, желательно, конечно же, на Дальнем Востоке и Арктике. Очень важно, чтобы команда могла продемонстрировать, подтвердить свой опыт, навыки, знания, которые они готовы применить в этом проекте. Также, учитывая, что мы с вами разрабатываем комплексный документ, мастер-план, он предполагает не только градостроительную и архитектурную составляющую, но также и экономическую, финансовую компоненту, и поэтому мы будем уделять важное внимание тому, чтобы в каждой команде были специалисты в области экономики, финансов, а также контентного программирования территорий и объектов. А объектом в данном случае является весь наш город, городской округ, город Якутск. И, собственно, целью конкурса так и заявлена разработка мастер-плана. На экране вы видите небольшой таймлайн. Мы определились с ключевыми датами. Безусловно, что-то где-то может незначительно корректироваться, но он позволит сориентироваться всем тем, кто уже сегодня планирует свое участие.
И, собственно, вы видите, что в рамках участия в конкурсе предусмотрено обязательное посещение командами непосредственно территории города Якутска. Мы верим в то, что кабинетное исследование не может заменить на сегодняшний день выхода на территорию натурного обследования непосредственной возможности встречи не только с экспертами, но и с жителями города по методике соучаствующего проектирования. И мы сразу же призываем команды готовиться к тому, что первым шагом их работы будет посещение Якутска и погружение в атмосферу этого удивительного города для того, чтобы предложить для него лучшее решение. Мы планируем, что победитель будет определен уже в мае. Здесь представлена предварительная дата заседания жюри, где он и будет объявлен. Остальные подробности можно будет увидеть на официальном сайте конкурса. Ну и, соответственно, в первом этапе, в отборочном этапе, наряду с портфолио реализованных и конкурсных проектов наших участников, мы ждем также, что они представят нам эссе, в котором изложат методику и подходы, ключевые идеи будущей работы для того, чтобы члены жюри могли определить наилучшие из них. И также мы будем просить вас представить информацию о составе ваших команд, о кадровой обеспеченности, о научном потенциале, наградах и всей той информации, которая позволит нам оценить не только ваш опыт и прошлые заслуги или реализованные проекты и идеи, но также и то, каким потенциалом с точки зрения будущей реализации обладает команда, какие эксперты находятся в ее составе. А во втором этапе те три победителя, те три финалиста, которые будут отобраны, представят нам, соответственно, конкурсные предложения, и будет выбран один победитель. Призовой фонд объявлен, он у вас на экране, и распределяется он в том числе сообразно тому месту, первому, второму или третьему, которое будет определено членами жюри, коллегиальным междисциплинарным органом конкурса, который будет, собственно, заслушивать работы. Защита проектов предполагается очная в Якутске. Ну и, наконец, конкурсные критерии, о них мы сможем поговорить еще не раз в ходе установочных сессий, которые будут проходить для наших участников. Но ключевые критерии вы видите на экране. Это, безусловно, соответствие требованиям того технического задания, которое возникнет в результате аналитического исследования. Это оптимальность предлагаемого сценария пространственного развития города с учетом комплекса предпосылок развития, включая градостроительный потенциал и особые условия строительства на этой сложной климатической территории и ландшафтной. Соответственно, это также обоснованность предложений по комплексному развитию территории, включая эффективное применение механизма КРТ, который заложен в нашем задании по стандарту, разработанному совместно с Дом РФ и Минстроем, который должен в обязательном порядке быть выполнен в составе предлагаемого решения. Обеспечение достижения максимальной экономической, социальной и бюджетной эффективности предлагаемого конкурсантам сценария и, наконец, обеспечение формирования среды нового качества на территории города Якутск и выравнивание диспропорций развития городских и сельских населенных пунктов в составе этой территории. Такими будут основные критерии, ну а подробности вы увидите уже в ходе подачи заявки и установочных семинаров и сессий, которые мы будем проводить для всех участников. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Ну, я думаю, что на многие вопросы мы сейчас ответили, но все-таки я благодарю коллег за тот интерес, который проявлен к нашему мероприятию, и за те вопросы, которые уже присланы. Если еще какие-то есть, то, пожалуйста, досылайте. Сейчас мне хотелось бы озвучить первый, прям пойдем по порядку. Игорь Савинов спрашивает. Он считает важнейшим фактором для экологии Якутска программу «Город без пыли» с озеленением, асфальтированием дворов, ливневой канализацией, расчисткой городского канала. Какое место в мастер-плане должно быть уделено этой программе? Ну и, может быть, я бы даже, вот это уже как бы мое добавление, может быть, вообще об экологической составляющей в этом мастер-плане, тем более, что экология – это сейчас тренд последнего времени, и мы все время говорим о зеленой тематике. Мне бы хотелось этот вопрос адресовать в Якутск. Не знаю, может быть, Ирина Дмитриевна ответит или Евгений Николаевич. Коллеги в Якутске, пожалуйста. Да. Хотелось бы отметить на важность данного вопроса. Действительно, у нас сегодня проблема запыленности города, она обосновывается несколькими антропогенными факторами. Во-первых, это дворовые территории, внутриквартальные проезды, их покрытие, и сегодня зачастую является
там, разрушенным асфальтовым покрытием или грунтовым исполнением, что, безусловно, конечно, сегодня требует исправления. Отрадно заметить здесь, благодаря вот решениям Александра Сергеевича, у нас с прошлого года реализуется уникальная программа «Мой двор», по которой мы, значит, планово ремонтируем в год по 30 дворовых территорий, что для города Якутска, безусловно, огромный прорыв. Вместе с тем, в этом году благодаря поддержке федерального центра 1000 дворов, значит, в городе Якутске дополнительно будет отремонтировано еще, значит, 30 дворовых территорий к существующей нашей программе. Поэтому все это дело будет, значит, синхронизировано. Муниципальная, республиканская и федеральная, значит, программа. В результате это позволит в этом году отремонтировать 75 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Вместе с тем, вот эта программа, она у нас рассчитана на 5 лет, поэтому мы сделаем здесь качественный скачок. Безусловно, все это нужно и учитывать в мастер-планировании. Что касаемо антропогенных факторов, здесь вот в мастер-планировании мы предлагаем рассмотреть возможное использование гранитной крошки вместо речного песка при зимней эксплуатации дорог. Это мы тоже будем разговаривать при блоке общения с экспертами в ЖКХ и сектором. По восстановлению проточности горканала. Сегодня проточность горканала в бытность работы главой города Александром Сергеевичем была восстановлена. Мы ее эксплуатируем. Значит, и вопрос обеспечения проточности городского канала и наполнения, значит, городских озер в летнее время – это вот одна из целевых приоритетных задач, которые сегодня ставятся перед нашей администрацией. Безусловно, мы над всем этим будем работать, и в мастер-планировании это необходимо учитывать как одну из составляющих частей системы водоотведения города Якутска в целом. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Следующий вопрос. Мы больше говорим, когда обсуждаем вообще мастер-планирование, говорим, конечно, об экономической составляющей, социальной, говорим о развитии инфраструктуры, о том, как это все вписано в те стандарты комплексного развития территорий, о чем как раз Сергей Георгиевский сказал, это было в презентации. А вот тут вопрос про культуру, уважаемые коллеги. Что надо сделать для того, чтобы Якутск стал культурной столицей российской Арктики? Ну и там дальше комментарий, что в свою очередь привлечет инвестиции, создаст культурную среду, послужит развитию туризма и индустрии развлечений и повысит качество жизни. Вот такой вот вопрос о культурной составляющей, и может быть она там где-то в мастер-плане тоже прозвучит, как вы думаете? Я здесь отвечу. Безусловно, Якутск как культурная столица Арктики – это очень вполне понятный для нас ориентир. С точки зрения развития его и обозначения в мастер-плане, уверен, что мы с экспертами на эту тему проговорим. Тем более сейчас в Якутске уже реализуется ряд таких серьезных уже проектов в области строительства крупнейших культурных комплексов, таких как Арктический центр эпоса и искусств, где у нас будут и театры внутри здания, и государственная филармония. Причем этот объект, он будет одним из крупнейших на Дальнем Востоке, лучшим по звуку, по акустике, мы считаем, за Уралом страны, ну, по крайней мере, одним из лучших, потому что в его разработке сейчас участвуют лучшие мировые компании. Есть у нас проект, тоже достаточно давно уже, скажем так, прорабатывающий с точки зрения различных архитектурных решений, это проект Олан-Холленда. Вот, одно из начальных как раз этих проектов, вот этого Олан-Холленда, является вот этот Арктический центр. Безусловно, мы будем дальше работать по восстановлению культурного наследия Якутска. Это проект «Старый город-2», который мы вместе с городом Якутском обязательно будем реализовывать на той территории, где еще у нас сохранился деревянный жилой исторический фонд 19-го, начала 20 веков. Вот. И здесь тоже у нас, в принципе, понимание есть, и как раз в рамках реализации сейчас проектов по, скажем так, увеличению мощностей, по повышению качества коммунальной инфраструктуры, в том числе в центральной части города, южной части города, мы будем смотреть возможности как раз для создания вот в центре города, на территории старого города, части его вот такой охранной зоны. Точнее, она сейчас создана, мы будем ее уже просто реализовать.
Есть ряд других проектов, которые, конечно же, позволят, еще раз, я согласен с авторами вопроса, Якутск превратить реально в культурную столицу Арктики. Это достижимая, понятная и разделяемая нами цель. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Следующий вопрос. Телепрограмма «Точка взаимодействия». Олег Желнин. Он сначала написал один вопрос по поводу того, как генеральный план будет вписан в мастер-план, но в своем выступлении Евгений Николаевич Григорьев эту тему затронул. И Олег поменял вопрос. Ну, то есть в основе тоже по поводу учитывания ранее заявленного генплана. И дальше конкретизации. Невозможно сделать план, не учитывая зоны использования земель. А Якутск в этом плане, в Якутске в этом плане вопрос совсем неоднозначен. Зоны отчасти определены, но реальность показывает другое. В частности, зона аэропорта Якутска и 17-го квартала. Я не знаю, о чем речь, честно могу сказать. Я не ориентируюсь настолько свободно в Якутске. Я не знаю, что 17-й квартал. Как вопрос написан, так я его озвучил. Евгений Николаевич, наверное, к вам больше вопрос. Да, здесь стоит отметить то, что в городе Якутске сегодня есть ряд зон с особым использованием территорий, ЗОИТы, которые внесены сегодня в единый государственный реестр и являются сегодня обременением в реализации ряда строительных проектов. Что касаемо двух основных из них, это зона 7-й шумовой подзоны, которая установлена федеральным законом. Вместе с тем, сегодня уже разработаны методологические рекомендации Роспотребнадзора по тому, как можно вести там строительство. Раз. И второй, значит, большой вопрос, который есть на территории города Якутска, касается пригородов города в основной его части, это зона подтопления, которая сегодня является тоже обременением. Поэтому при работе с экспертами мы сегодня учитываем дальнейшее развитие в существующем контексте. Да, то есть нам необходимо вести работу по обустройству берегозащитных сооружений. Здесь, опять же, благодаря поддержке республики уже есть подходы, связанные как с альтернативным решением намывов грунтов вдоль левого берега, продолжение так называемого 202-203 квартала и намыва и обустройство там дамбы, либо строительство отдельных берегозащитных сооружений. Здесь мы работаем в одной связке, в команде, и при разработке мастер-плана эти подходы будут учитываться. Ну, соответственно, текущие ограничения по аэропортам, они есть во всех городах практически Российской Федерации. Поэтому вот эти методологические рекомендации, которые даны, они, в принципе, сегодня являются путем решения их. Вместе с тем, да, действительно, в контексте 10 ближайших лет нужно смотреть, какие необходимо будет принимать управленческие решения с точки зрения точек развития и значит, применения их уже на карте города в мастер-планировании. Поэтому будем работать с экспертами. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Вопрос не совсем... Я понимаю, почему его прислали к нам в чат журналистский. Он не совсем впрямую касается темы пресс-конференции. Я не знаю, может быть, как-то мы сможем на это ответить. Графена Кузьмина, газета «Саха-Сяре». Хотелось бы узнать хороший пример по благоустройству дворов в других регионах России. Сергей, мы можем что-то сказать? Если вы позволите, я начну, но, возможно, Ирина Алексеева меня здесь поддержит. Действительно, Республика Саха-Якутия за последние несколько лет проводила комплексный анализ лучших практик по всей России, и мы знаем, что делегация из республики посетила все передовые регионы. На сегодняшний день в части дворов это действительно актуальная проблема. Мы много говорим об общественных пространствах, но забываем, что каждый день встречаемся с самой малой формы этого общественного пространства – двором. На сегодняшний день действуют программы, например, в Москве это программа «Мой район», в Республике Татарстан действует комплексная программа «Наш двор». Очень интересные примеры есть в Московской области или, например, в Мурманской области, которые демонстрируют более релевантный, возможно, здесь для Республики Саха подход к тому, каким образом работать в более экстремальных условиях с такими малыми общественными пространствами. Но я уверен, что Ирина подхватит здесь эстафету, потому что я знаю, что вы много изучали опыт других регионов в части именно дворовых территорий. Да, действительно это так. Более того, вот сейчас в рамках нового проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», о котором только что сказал Евгений Николаевич Григорьев,
У нас в Якутске разрабатываются типовые решения для дворовых территорий, и мы сегодня понимаем, что дворовые территории, они не должны разрабатываться вот по тем стандартам, которые мы привыкли видеть. Да? В городе Якутске, например, сейчас планируется 7 зон, да, Евгений Николаевич, в которых не просто будет стандартный набор для дворовой территории, а практически мини-парк. То есть вот этот проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» как раз направлен на то, что дворы постепенно должны быть действительно небольшими общественными пространствами для самих жителей в тех или иных районах города. Поэтому буквально сейчас Центр компетенции по вопросам городской среды, как сказал Сергей, имея довольно-таки большой опыт уже и изучая практику других субъектов, городов, мы уже сами разрабатываем для Республики Саха-Якутия типовые решения, и буквально на этой неделе, в конце недели представим перед межведомственной комиссией, и с 22 ноября начнется широкое освещение этой программы в Республике Саха-Якутия для того, чтобы жители могли сами отобрать территории для благоустройства, выбрать их, заявиться с этими проектами для участия в программе. И 121 двор в ноябре 2022 года у нас в республике появится именно уже нового абсолютно характера и нового качества. Спасибо большое, спасибо огромное за этот пространный ответ. Мне кажется, что коллеги удовлетворены. И последний вопрос, Александр Сергеевич, вам. Я, честно говоря, я ожидал, что он прозвучит от Виктории Сергеевой, Яся. Стоит ли ожидать другим населенным пунктам республики на примере Якутска разработки собственных мастер-планов? Будет ли продолжаться эта работа для других городов и сел? Безусловно, я считаю, что работа над мастер-планом должна быть проведена в любом населенном пункте. Конечно, на сегодняшний день не все, наверное, населенные пункты могут себе это позволить, но я считаю, что эту работу надо организовывать. И, безусловно, вот в наших крупных городах, таких как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск, наши крупные районные сельские населенные пункты, в них работа по созданию мастер-планов у нас в ближайшие годы будет уже организована. Более того, хочу сказать, что Управление архитектуры республики вот во главе с Еленой Дмитриевной такую работу уже проводит. Причем не только здесь по нашим крупным населенным пунктам, да, но и в том числе вот по арктическим, например. Поэтому у нас в прошлом году, например, в 3 арктических наших селах, районных центрах уже мастер-планы появились. Поэтому мастер-планы – это не только прерогатива крупных городов, это и, еще раз говорю, потребность для нормального развития любого населенного пункта, в том числе и сельского. Спасибо большое. Спасибо, Александр Сергеевич. Ну что ж, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я благодарю всех за участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Еще раз напомню, мы говорили о старте проекта по разработке мастер-плана города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия. Вообще мастер-план – это тот стратегический документ, который должен увязать все основные цели. И если мы говорим об устойчивом развитии, то, что сейчас вообще на повестке дня во всем мире, то как раз мастер-план, он отвечает тем самым задачам, которые сформулированы, по большому счету, целями устойчивого развития ООН. И нужно, конечно, понимать, как развитие каждой, даже маленькой территории увязано с теми глобальными задачами, которые стоят сегодня перед нашей страной. Я благодарю главу Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, благодарю главу города Якутска Евгения Григорьева. Вместе с нами были главный архитектор Якутии Ирина Алексеева и заместитель генерального директора Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Михаил Керемясов. Также отдельная благодарность главе Департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока, Арктики, Минвостокразвития Виталию Алтабаеву. Вместе с нами был Антон Финогенов, замгендиректора фонда Дом РФ. И отдельная благодарность Сергею Георгиевскому, соучредителю группы компании «Центр» и оператору конкурса. Спасибо большое. Благодарю всех коллег за правильный интерес. И еще раз я хотел бы пожелать всем успехов в этой большой работе. Спасибо.